Наша выставка, конечно, приурочена к образовательному форуму. Она преследует те же цели и задачи, которые созвучены цели и задачи форума. И, конечно, у нас закончился, надо сказать, первый этап реализации программы развития университета, в рамках которого были запланированы и реализованы несколько научных инновационных проектов. Они объединены на выставке по тематическим блокам: строительство, медицина и здоровье на севере, энергоэффективность, нанотехнологии, IT, промышленные технологии и другие направления. И мы сегодня, конечно, постарались обобщить все те результаты существенные, которые были достигнуты, в первую очередь именно прикладного характера. То есть в нашей выставке принимают участие 16 малых предприятий, которые были созданы в инновационном поясе СВФО. С их продукцией можно ознакомиться, они действительно присутствуют на рынке, они ведут исследовательскую деятельность, они ведут производственную деятельность. И соответственно, все те предприятия и лаборатории, которые достигли, скажем так, таких прикладных хороших результатов, они на выставке представлены. Представляем разработки, которые сделаны совместно Институт Якутнепроалмаз АК РОСа, Миринский политехнический институт и ЕПКОН-РАН Академический институт Москва. Значит, разработка заключается в том, что создана аппарат, у нас есть представлен ячейка электрохимической очистки воды. Плакаты, которые показывают результаты его применения. Значит, обрабатываемую воду можно использовать как в бытовых целях для питьевой воды, для очистки. Аппарат прекрасно чистит воду без добавки, я подчеркиваю, химических реагентов. Значит, можно использовать технологии для очистки алмаза. Мы транслируем здесь полученные очищенные алмазы. Можно использовать для обессоливания различных технических вод. То есть это его ячейка. В основном такие вещи. Основное преимущество в том, что мы не добавляем никаких химических реагентов, а получаем либо нам нужные реагенты, либо очищаем воду до той степени, какой нам надо. Разработки отмечены рядом медалей. На выставках мы выставляли их уже. И золотые медали имеем. В общем, и премии правительства Российской Федерации. Мы являемся резидентами Арктического инновационного центра при университете, и к выставке форума федеральных университетов сделали уникальный проект с технологией дополненной реальности. Это процесс распознавания компьютерным зрением объектов виртуальных. Могу вам продемонстрировать на планшете. Есть специальная программа. Она будет адаптирована под две операционные платформы iOS и Android и выложена в доступе для Play Market и App Store. Будет называться «Гид СВФУ». В конце месяца эти программы можно будет установить. А сейчас пока мы можем с вами наблюдать именно на выставке. С помощью программы мы можем посмотреть в трехмерном формате кампус университета. Программа позволяет нам очень детально рассмотреть все объекты, приблизиться к ним, повзаимодействовать, получить какую-то дополнительную информацию. То есть дополненная реальность – это технология, которая помогает нам распознавать объекты, накладывать какие-то виртуальные элементы. Процесс распознавания компьютерным зрением. Приложение «Гид СВФУ» будет доступно в конце месяца на операционных системах Android и iOS для Play Market и App Store. Можно будет установить абсолютно бесплатно и ознакомиться с университетом очень подробно при наведении на специальную метку. Она будет изображена в виде территории местности. Подробно ознакомиться с объектами, посмотреть историю университета с 2025 года, посмотреть видео, ознакомиться со статистикой, с историями успеха, с фотогалереей. То есть это на самом деле уникальный проект для нашего города и вообще в целом для Дальнего Востока.